Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас обзорная лекция по дисциплине «Кыргызский язык и литература», который представляет собой языковой модуль. О частях обзорной лекции. Первая часть посвящена тому, что было пройдено по курсу «Кыргызский язык и литература». Вторая часть представляет собой тесты по дисциплине и как к ним готовиться. Общая трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. Часов по учебному плану аудиторные занятия 144 часа. На самостоятельную работу отводится 108 часов. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие знания. В процессе освоения дисциплины обучаемый в зависимости от уровня школьной подготовки для неносителей языка это чаще всего уровни А1, А2, начальный уровень. Для носителей языка это уровень А2, Б1, то есть средний начальный уровень по общеевропейской шкале владения вторым или иностранным языком. Студенты приобретают следующие знания. Это прежде всего базовая лексика актуальных речевых тем и минимум грамматических структур. Это прежде всего такие темы, как о себе, о семье, учеба в университете, будущая профессия и так далее. Что касается грамматической структуры, то это типы словосочетаний, простых предложений, повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Далее, на следующем уровне студент осваивает основные нормы современного кыргызского языка. Это орфографические, орфоэпические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы. На более высоком продвинутом уровне, на втором курсе, студенты осваивают систему функциональных стилей кыргызского языка, а также в конце процесса обучения основные этапы развития кыргызской литературы. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки. Они отражены у нас в этих слайдах. Вы можете не спеша посмотреть. Что касается знаний, как я уже сказал, это базовая лексика, базовые грамматические структуры, основные нормы кыргызского литературного языка, а также функциональные стили. Что касается умений, то, естественно, на первом этапе от студента требуется умение пользоваться справочной литературой, двуязычными словарями, далее использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации. И конечный итог умений – это выстраивать правильную коммуникативную стратегию для устного и письменного общения, рассказать об основных этапах развития литературы в общих чертах, это для неносителей языка, и конкретно по этапам это уже для носителей языка. В результате освоения дисциплины обучающийся овладевает следующими навыками. Навыками в использовании языковых средств в основных видах речевой деятельности. Это говорение, чтение, аудирование и письмо в рамках изучаемых тем. В использовании коммуникативных структур, наиболее употребительных в устной и письменной речи. А также овладевает навыками грамматического и лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме, в обсуждении особенностей кыргызской литературы в общих чертах, это для неносителей языка, и конкретно по этапам это уже для носителей языка. Что касается структуры и содержания дисциплины, курс кыргызского языка и литературы делится на 8 модулей. Первый модуль – это общение в личной и бытовой сферах. Второй модуль посвящен общению в социальной сфере. Третий модуль – лингвостроноведческий, то есть в этом модуле даются общие сведения о Кыргызстане. Четвертый модуль
это культурно-исторические особенности Кыргызстана. 5-й модуль – предметы, история становления специальности. Как мы знаем, у нас на разных факультетах разные специальности, и для этой цели кафедрой кыргызского языка подготовлены сборники текстов, которые учитывают характер и направление обучения. 6-й модуль – это взаимосвязанный с 5-м модулем и представляет собой курс, в котором осваивают основные понятия, а также изучают выдающихся деятелей по специальности. 7-й модуль – это модуль, который посвящен деловым бумагам в профессиональной деятельности. И, наконец, 8-й модуль – литературный, который характеризуется тем, что в нем рассматриваются основные этапы становления и развития кыргызской литературы. Теперь более подробно давайте мы остановимся на этих модулях для того, чтобы вы понимали, что будет конкретно в модулях. Значит, 1-й модуль – это личная сфера общения. Это прежде всего такие темы, как приветствие, прощание, выражение просьбы, благодарности. Это темы о себе, о семье, характер и внешность человека. 2-й модуль посвящен общению в социальной сфере. Это такие речевые темы, как распорядок дня, КРСУ, мой факультет, моя специальность. В рамках этих 2 модулей используемый грамматический материал – это прежде всего алфавит, классификация гласных и согласных, закон сингармонизма, категория принадлежности, падежа, формы времен и способы их образования, настоящего, будущего и прошедшего времени, а также типы словосочетаний, утвердительные, побудительные и вопросительные предложения. 3-й модуль, как я уже сказал, это лингвостроноведческий, в котором дана информация в общем и целом о Кыргызстане. Это прежде всего такие речевые темы, как Конституция Кыргызской Республики, общие сведения о Кыргызстане, становление и развитие кыргызского государства, президент, географическое положение и климат Кыргызстана и так далее. В рамках этих речевых тем изучаются новый грамматический материал, а также идет повтор таких тем, как имя прилагательное, имя числительное, причастие, депричастие. 4-й модуль посвящен культурно-историческим особенностям Кыргызстана. В рамках этого модуля студенты изучают исторические и культурные места Кыргызстана, знакомятся с его философами, мыслителями, такими как Жусуп Баласагын, Махмуд Барскани, он же Кашгари. Получают наиболее общие сведения о величайшем эпосе Манас, знакомятся в общих чертах с творчеством гениального современного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. 5-й модуль носит название «Предметы истории становления моей специальности». Для каждого из факультетов разработаны сборники текстов по специальности и естественно-технического факультета, гуманитарного, экономического, юридического, архитектурно-строительного и международного. Эти тексты дополняются каждый новый учебный год, разрабатываются словари по специальности. При прохождении данного раздела основной упор делается на изучение профессиональной лексики, официально-делового стиля, особенностей синтаксиса текстов по специальности. 6-й модуль, он тесно связан с 5-м, называется «Основные понятия и выдающиеся деятели по специальности». В этом разделе, помимо профессиональной лексики, особенностей официально-делового стиля, обращается внимание на синтаксис простого и сложного предложения. 7-й модуль посвящен изучению деловых бумаг в профессиональной деятельности. Здесь конкретно рассматриваются такие деловые бумаги, как заявление о приеме на работу и об увольнении с указанием организаций и предприятий, государственных и частных,
указанием различных профессиональных и должностных позиций, приказы о принятии на работу и об увольнении, резюме, анкеты, протоколы заседаний, расписки, доверенности, должностные инструкции. То есть все то, что необходимо для устройства и функционирования на рабочем месте. В 8 модуле студенты изучают основные этапы становления и развития кыргызской литературы. Это прежде всего предшествующий профессиональному становлению кыргызской литературы этап устной народной поэзии. Устная народная поэзия чрезвычайно сильно развита у кыргызов по сравнению с другими соседними народами. Речь идет прежде всего о всемирно известном, занесенном в ЮНЕСКО в культурное наследие человечества эпосе «Манас», который изучался в 4 модуле. Дается сжатая, емкая характеристика по содержанию и по форме, идеи и пафосу данного произведения. Далее изучаются эпосы малых форм, такие как «Коджоджаш», «Сарынджи-Бөкөй», «Эр-Төштүк», «Эр-Табылды» и другие. Важное место в культурном наследии кыргызского народа занимает творчество акынов-заманистов, таких как Арстанбек Буйляш-Улу, Халыгул Бай-Улу. В процессе изучения раскрывается идейно-художественное своеобразие творчества акынов-заманистов. Включены в программу также творчество Токтагула Сатылганова, талантливого поэта предреволюционной эпохи и первых годов советской власти. Далее изучается творчество и просветительская деятельность Касыма Тыныстанова, ученого и поэта, который разработал и работал не только над переводом кыргызской письменности с арабской графики на латиницу и на кириллицу, но также разрабатывал основы тюркологии как научной дисциплины. В рамках 8 модуля изучается творчество талантливого поэта и драматурга начала XX века Алыкула Осмонова, творческое наследие которого состояло из множества лирических стихов и поэм, талантливых художественных переводов и оригинальных пьес. В этом же модуле изучается творчество замечательных кыргызских прозаиков Тугальбая Садыкбекова, лауреата Государственной премии СССР, Толюгена Касымбекова, талантливого романиста, произведения которого переводились на иностранные языки, в том числе и на английский язык. Более конкретно со всем материалом, дидактическим материалом, необходимым для сдачи модуля, уважаемые студенты, вы можете ознакомиться на сайте кафедры. Значит, сайт кафедры, раздел «Образовательная деятельность». Загружены все необходимые файлы. Теперь давайте перейдем конкретно к тестам. Общая информация о комплексном тестировании. Всего в комплексных тестах, состоящих из таких разделов, как история Кыргызстана, география Кыргызстана, кыргызский язык и литература, 30 тестовых вопросов, по 10 на каждую дисциплину. Время выполнения теста 60 минут, то есть по кыргызскому языку и литературе 10 вопросов. Тесты по дисциплине кыргызский язык и литература составлены на основе речевых и грамматических тем, указанных в рабочих программах по модулям. Их 8. Рабочие программы для каждого направления представлены на сайте кафедры в открытом доступе. Теперь, уважаемые студенты, давайте перейдем к видам тестовых заданий. То, что появится у вас на экране. Значит, первый вопрос содержит 10 вариантов ответа и звучит так. Тура гельген тандык мүчөлөрдү улаңыз. Вставьте нужные аффиксы принадлежности.
Следующий вопрос, второй, который пойдет по порядку. Тура келген жөндөмө мүчөлөрүн улаңыз. Вставьте нужные падежные аффиксы. Третий вопрос – это орусча сөздөрдүн кыргызча котормосун табыңыз. Найдите правильный перевод русских слов на кыргызский. Следующий вопрос. Тура келген жөнөкөй учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Вставьте нужные аффиксы простого настоящего времени и лица. Значит, виды тестовых заданий также будут загружены на сайт кафедры, и вы можете с ними ознакомиться. Теперь там же на сайте кафедры вы найдете дидактический материал, посвященный для каждого из этих вопросов. То есть в дидактический материал входит файл, в котором указан конкретный вопрос. Допустим, первое задание. В этом же файле вы можете увидеть образец теста. Далее следует грамматический материал, необходимый для изучения этого вопроса. А также приводятся тексты, на основе которых разработаны все 10 вопросов. То есть, уважаемые студенты, если вы хорошо проработаете данный файл, разберете, проведете анализ текстов, которые приведены в этом файле, то вы, в принципе, можете положительно ответить на все 10 вопросов данного задания. Конкретно какие вопросы по языку и какие конкретно вопросы по литературе, они все представлены на сайте кафедры. Здесь, в этом слайде, вы видите, что на сайте кафедры будут загружены следующие файлы. Это обобщенная рабочая программа дисциплины «Кыргызский язык и литература для бакалавров КРСУ». Следующий файл называется «Структура и содержание дисциплины «Кыргызский язык и литература». Следующий файл «Общая инструкция по подготовке к тестам». Следующий файл «Виды тестовых заданий». Вот этот файл очень важный, уважаемые студенты, для того, чтобы вы не растерялись на тесте. Далее файл «Грамматический минимум» для первого семестра, существительное и глагол, то есть именно те грамматические категории, которые лежат в основном в тестах по кыргызскому языку. Так, теперь как готовиться к тестам? Вот тоже очень важный вопрос. Необходимо в первую очередь ознакомиться с рабочей программой, со структурой и содержанием дисциплины. Он представлен в первом файле. Далее прочитать общую инструкцию по подготовке к тестам. Этот файл поможет вам методически подготовиться. Следующий файл, который содержит необходимую информацию, это тестовые задания, как я вам уже говорил. И здесь же представлен файл, который называется «Грамматический материал и тексты для интерпретации в тестах первого, второго и так далее до 10-го занятия». Давайте мы конкретно перейдем к этим файлам, которые загружены на сайте кафедры и которые в открытом доступе. Значит, файл выглядит следующим образом. Там дается пример того, как выглядит тест в ваших тестах по комплексному экзамену. Ну, допустим, по первому заданию, как мы уже говорили, первое задание – это аффиксы принадлежности. Вот мы видим на экране, значит, следующее задание. Тура келген таандык мүчөлөрдү улаңыз. Перевод вот в этом файле
который загружен, есть, да? Он называется «Присоедините нужный аффикс принадлежности». И там дается конкретное предложение. «Менин ата многоточие, билими боюнча экономист, адистеги боюнча иштейт». Нам необходимо сюда добавить аффикс принадлежности. То есть даны ниже конкретно аффиксы такие «быс», «м», «н» носовая и аффиксы «сы». Теперь, уважаемые студенты, для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, в этом же файле есть конкретное пояснение, определение самой категории принадлежности. Что представляет собой эта категория? Значит, категория принадлежности называется грамматическая категория, присущая всем именам существительным и обозначает принадлежность одного предмета другому предмету или лицу. Данная категория выражается морфологическим, то есть при помощи аффиксов, и синтаксическим способом, то есть при помощи притяжательных местоимений. А может также выражаться морфолого-синтаксическим способом, то есть используются как местоимения, так и аффиксы, которые присоединяются непосредственно к основе. И в этом же правиле мы можем увидеть конкретно как бы спряжение существительного. Если в русской грамматике спрягаются только глаголы, то в кыргызском языке вот существует такая категория, которая изменяет существительное еще и по лицам. В русской грамматике это носит название спряжение. Получается, что в кыргызском языке могут спрягаться и существительные. И в данном конкретно файле мы можем увидеть вот варианты аффиксов принадлежности. Мы видим, что для первого лица это аффикс «м». Иными словами, вот эти самые аффиксы заменяют русские притяжательные местоимения «мой», «твой», «ваш», «его», «ее», «наш» и так далее. То есть, внимательно изучив или повторив эти аффиксы, вы правильно ответите на вопрос вот первого задания теста. Теперь, что касается приведенных ниже конкретно текстов для первого задания. Здесь используется такой текст, как «Моя семья», да, «Үй-билем». Вот в этом тексте вы видите плюсики. «Үй-билем анча чоң эмес, 5 кишиден турат, алар атам». Обратите внимание, ата плюс м, апа плюс м, эже плюс м, ини плюс м, жана менмин. Что обозначают эти плюсики и эти аффиксы? Как мы уже сказали, это эквиваленты русских притяжательных местоимений. То есть «м» обозначает «мой». И если перевести данное предложение, получается «алар атам апам эже миним жана менмин» означает «они, моя семья, это мой отец, моя мама, моя старшая сестра, мой младший брат и я». Далее вы видите в этом тексте такие следующий абзац, следующее предложение. Атам дын аты Сергей Владимирович ал 44 жашта билими боюнча экономист и так далее, и так далее. Здесь также приводятся плюсики и аффиксы. Вы должны, ваша задача проанализировать весь этот текст на наличие аффиксов принадлежности. То есть все вопросы первого задания содержатся именно в этих текстах, которые приводятся конкретно для каждого задания. То есть других каких-то текстов и других примеров просто не будет.
вы можете смело идти на тест, если вы проработали, проанализировали эти тексты. Далее, вот у нас второй вопрос, который посвящен падежным аффиксам. Тут приводится, опять же, этот файл, который называется «Грамматический материал и тексты для интерпретации в тестах для второго задания». Здесь мы видим образец вопроса, который дается в тесте. Например, «Тура гельген джендеме мечелерин уланыс». Это значит, вставьте нужный падежный аффикс. Там «Атам», многоточие, «А ты, Сергей Владимирович, ал, 44 жашта, билимей боюнча экономист». И приводятся такие аффиксы, как «дын», «да», «дин» и «те». Для того, чтобы присоединить нужный аффикс, естественно, в первую очередь вы должны понимать, что представляет собой категория падежа, для чего она нужна и какие имеются конкретные аффиксы в кыргызском языке. Падеж — это грамматическая категория имени, выражающая его синтаксические отношения к другим словам высказывания или к высказыванию в целом. Иначе говоря, падеж выражает субъектно-объектные отношения. То есть при помощи падежа мы можем выразить подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства, определение. То есть все члены предложения, главные и второстепенные его члены. Это очень важная грамматическая категория. И тут дается конкретно правило, даются примеры склонения, вот, даются падежи, как они называются, какие аффиксы имеются. Изучив или, вернее, повторив данный материал, вы обращаете внимание опять же на текст, который приводится в этом же файле. И тут мы должны проанализировать этот текст на предмет падежных аффиксов, то есть не падежных окончаний. Окончаний в кыргызском языке просто нет, потому что кыргызский язык структурно иной, чем русский язык. Русский язык — это флексивный язык. Кыргызский язык агглютинативный, то есть все какие-то части, которые содержатся в слове, они присоединяются к основе слова с конца. То есть если в русском языке есть приставка, которая стоит перед основой, есть суффикс, который стоит после основы, есть окончание, которое находится уже после суффикса или после основы. То есть в русском языке слово может присоединять какие-то части как в начале, так и в конце этого слова. В кыргызском языке совершенно иной порядок. То есть все части слова, которые необходимы для словообразования и словоизменения, они присоединяются только после основы. Поэтому кыргызский язык называется агглютинативным. Агглютинация означает медицинский термин, который обозначает налипание. Налипание с одной стороны. Так, значит, вы анализируете тексты, которые приводятся в этом файле, на предмет наличия падежных аффиксов. Как я уже сказал, вы, проанализировав эти приведенные в этом файле тексты, можете совершенно положительно ответить на все вопросы второго задания. Следующее задание — это, значит, найдите правильный перевод русских слов на кыргызский. Значит, вот этот файл, который получается третий по счету, да, он содержит образец теста, и тут же приводится лексический минимум, который мы изучали в процессе прохождения первого модуля
и он представляет собой лексический минимум, связанный с описанием внешности и характера человека. Тут мы видим такие слова, как добрый, отзывчивый, упрямый, притягательный, ленивый, ласковый, способный, простой, незаносчивый и так далее, и так далее. То есть все эти слова мы с вами изучали в первом семестре, тогда, когда описывали своих домочадцев или, скажем, студентов, сокурсников, которые находятся в аудитории. Да? Мы характеризовали человека. Поэтому при помощи этих же слов мы с вами можем охарактеризовать любого человека. Да? Эти слова необходимы для описания. Поэтому мы включили их в тест третьего задания. Значит, давайте посмотрим. Тут у нас дается такой тест, как «Мой отец умный, добрый, щедрый» и так далее. Вот взят фрагмент, а там «умный». Ваша задача вот из этих 4 слов «Март жөндөмдүү, эмгекчил акылдуу» найти эквивалент русского слова «умный». Вот. Если вы внимательно изучите лексический минимум, вернее, повторите, освежите в памяти эти слова, естественно, вы найдете правильный ответ. Далее, следующий тест у нас посвящен категории времени. Давайте мы посмотрим на сам тест. Тура келген жөнөкөй учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Присоедините нужный аффикс времени и личный аффикс глагола. Тут у нас простое настоящее время, то есть это время, которое указывает на процесс, происходящий ежедневно, постоянно. Он представляет собой аналог английского present simple. Поэтому у него есть свои аффиксы времени и свои личные аффиксы глагола. Для того, чтобы правильно найти необходимый аффикс времени и лица, вы должны изучить грамматический материал, который называется «Настоящее время глагола в кыргызском языке». Суть, выжимка вот из этого правила состоит в том, что кыргызский глагол в спрягаемой форме. Что значит в спрягаемой форме? В той форме, в которой используется в речи. Мы с вами не можем никоим образом использовать начальную форму, да, исходную форму глагола. Вот в русском языке исходной формой глагола является инфинитив, то есть без указания на время и лицо. Играть, петь, читать, учиться. Мы не можем с вами разговаривать следующим образом. «Я учиться в университете». Мы должны обязательно указать время. «Я учился в университете», «Я учусь в университете» или «Я буду учиться в университете». Или возьмем следующее предложение. Да? Ты учишься в университете. Мы можем опустить в данном случае личное местоимение. Учишься в университете. Мы можем по глаголу догадаться, о каком лице идет речь. Примерно то же самое и в кыргызском языке. Первая часть – это основа глагола, то есть компонент, задающий смысл. Второй компонент – это указатель времени, то есть какое это время – настоящее, будущее или прошедшее. И третий компонент – это аффикс лица, то есть конкретно какое лицо выполняет это действие. Значит, после изучения этого правила тут есть положительная, отрицательная и вопросительная формы. Имеются конкретные указания на лицо и аффиксы, присущие данному лицу. Имеются конкретные примеры
на основе которых вы можете глубже разобраться в данном вопросе. И тут же приводятся тексты, которые используются для теста. В качестве исходного материала взят текст «Джумуш күнүм» – «Мой рабочий день» или «Распорядок дня». Обратите внимание, вот первое предложение «Күндө саат 5:50 ойгономун». Вот в данном конкретном тексте все глаголы, они как бы разделены на три части. Да? Давайте возьмем первый глагол ойгономун. Ойгон – это основа, то есть смыслообразующий элемент. О указывает на время, на настоящее простое время, то есть все, что происходит ежедневно, без каких-либо изменений. Да? Вот, пожалуйста, я просыпаюсь в 5:50. И аффикс «мун» указывает на первое лицо. Далее, если вы проанализируете данный текст, то вы увидите, что все глаголы, они поделены на три части. Обратите внимание, что аффикс времени может выражаться гласными, это а, о, или согласными. Вот в данном конкретном случае это и краткое. Вот нам необходимо понять, в каких случаях гласные, в каких согласные. Если основа у нас закрытая, то есть оканчивается на согласную, следующий аффикс времени будет на гласную. Если же наоборот основа содержит гласную, если это открытая основа, то эта основа должна закрыться при помощи аффикса. Мы не можем с вами подряд использовать гласные или подряд согласные. Их очень трудно произносить. Мы должны чередовать гласное, согласное. Тогда легче разговаривать и легче произносить. Вот этому закону подчиняется кыргызский язык. Поэтому, если основа у нас закрытая, тогда следует гласная. Если основа открытая, она закрывается при помощи согласной и краткой. Проанализировав этот текст, вы ответите на все вопросы данного теста положительно. Следующее задание – это 5-е задание, и оно звучит следующим образом. Тура келген айкын өткөн чак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Здесь речь идет о прошедшем времени. Значит, почему в тестах взяты все времена глагола? Потому что в живой речи, в письменном или устном тексте всегда используется одна из форм. Либо настоящее время, либо прошедшее, либо будущее, либо они как-то миксуются, чередуются. И понятное дело, что для нужд коммуникации нам необходимо рассмотреть все три формы времени. Поэтому в 5-м задании здесь приводится прошедшее время. Опять же, давайте обратим внимание на сам пример. Тут пример следующий. Кече мен саат 5:50 ойгондум. Да? Я уже подсказал вам. Вчера я проснулся в 5:50. Значит, смысл таков, что мы должны вначале изучить правила образования прошедшего времени. Оно образуется абсолютно так же, как и простое настоящее время. Первый компонент смыслообразующий, основа глагола. Второй компонент указывает на время. И третий компонент указывает на лицо, на исполнителя этого действия. И мы тут видим, что прошедшее время образуется присоединением к основе глагола аффикса «ды», «ду», и аффикса «ты», «ти», «ту», «тю», в зависимости от того, какая основа. Тут приводятся конкретные примеры, приводятся аффиксы, и после того, как вы
разберетесь в этом вопросе, вы проанализируете текст, который называется «Мой рабочий день». То есть взят, опять же, абсолютно тот же самый текст, только в прошедшем времени. То есть то, что я делал вчера. Начинается текст с такого предложения. Вчера я проснулся в 5:50, 5 минут полежал в постели, потом встал, умылся, почистил зубы, поставил чайник на плиту и начал одеваться. В 6:10 я позавтракал и так далее, и так далее. То есть для прохождения времен в кыргызском языке мы использовали один и тот же текст для того, чтобы студент не учил каждый раз новую лексику. Для нас было гораздо важнее то, что студент запомнит времена на основе одного текста. И здесь также все глаголы разделены плюсиками на составные части. Первая часть – это основа, смыслозадающий компонент. Вторая часть – это показатель времени, какое это время, настоящее, будущее, прошедшее. И третий компонент – это аффикс лица, который указывает на исполнителя. Либо это говорящий, либо его собеседник. Говорящий – это первое лицо. Его собеседник – это ты или вы. Это второе лицо. И третье лицо – это то лицо, которое не участвует в беседе. Да? Значит, это посторонние, это он, она. Если множественное число, то они. И, соответственно, вот это все отражается при помощи аффиксов лица. Следующий тест или следующее задание, 6-е задание. Тут давайте мы прочитаем само задание. Да? Тура келген нагыз учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. То есть присоедините аффиксы настоящего сложного времени. Значит, этот пример указывает на то, что в кыргызском языке, так же как в английском языке, есть времена группы continuous, то есть в данный конкретный момент, что происходит. И вот это 6-е задание содержит примеры вот именно настоящего сложного или настоящего продолженного времени. И тут есть такой пример. Азыр, мен, ойгон, и тут 5 вариантов аффиксов. То есть, если переведем данное предложение, оно звучит так. Вот именно в данный момент я просыпаюсь. Обычно это происходит при непосредственной беседе вот именно в этот момент. Допустим, мама студента звонит сыну, дочери, да, утром, вот перед началом занятия, для того, чтобы он не проспал на занятия, и спрашивает, что ты делаешь? Сын или дочь отвечают, я сейчас просыпаюсь. Далее, допустим, был звонок в какой-то определенный момент, там в 6:15, допустим, родитель спрашивает, отец или мать, что ты делаешь? Студент отвечает, я сейчас завтракаю, я сейчас выхожу на остановку, я сейчас сажусь в маршрутное такси, вот сейчас начинаются занятия, скажем так, по кыргызскому языку, вот сейчас занятия заканчиваются, вот я сейчас еду домой и так далее. То есть мы, опять же, для прохождения этой формы времени использовали текст «Мой распорядок дня». Обратите внимание, значит, на само правило, как это все образуется, на примеры и далее уже конкретно текст. Текст также имеется на сайте кафедры кыргызского языка. Далее, 7-е задание. Давайте посмотрим, как выглядит 7-е занятие. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн туура орун тартибин аныктаңыз. Определите правильный порядок слов в
предложении. Да? Тут дается текст для данного задания. Мы использовали тексты лингвостранноведческие. То есть в данном конкретном случае это текст «Общая информация о Кыргызстане». Да? И там есть такое предложение, что Кыргызстан в 1991 году, 31 августа, объявил о своей независимости и суверенитете. Вот мы взяли это предложение, разбили на куски, перетасовали, и ваша задача определить правильный порядок слов в данном конкретном предложении. Как правильно выполнить это задание? Естественно, вы должны изучить тексты, которые приводятся вот в этом файле. То есть, если вы проанализируете именно вот вопросы, которые даны вот в 6 файле, то, в принципе, вы положительно ответите на вопросы данного теста. Да? Мы не брали здесь множество текстов, мы взяли конкретно вот некоторые конкретно вот то, что указано в этом файле. То есть, если вы вспомните данный текст, проанализируете его хорошенечко, запомните порядок слов в этом предложении, то вы положительно ответите на вопросы данного 6 задания. Далее, 7 задание. Как оно выглядит? Значит, вопросы, они касаются культурно-исторических особенностей Кыргызстана. Да? Мы с вами говорили, что этому посвящен конкретно определенный модуль изучаемый. И вот задание, вот сам тест выглядит следующим образом. Кыргыз элинин манас эпосу эмнени даңазылайт. Что прославляет великий кыргызский эпос Манас. И тут даются 4 варианта. Да? Значит, если вы проанализируете данный текст Кыргыз элинин манас эпосу, значит, великий эпос Манас кыргызского народа, то, естественно, вы правильно ответите на поставленные вопросы данного 7 задания, да, 8 задания. Теперь, что касается значит, следующего 9 задания, да, тут следующее задание, оно посвящено кыргызским акынам. И само задание звучит следующим образом. Арстанбектин чыгармачылыгында орчунду теманы эмне түзөт. Что составляет в творчестве Арстанбека ведущую тему, значительную тему? Значит, даны такие варианты, как стихи о любви, стихи о природе, стихи о культуре или вот последний вариант там, это стихи скорби. Правильный ответ вы узнаете после того, как вы вспомните и проанализируете вот такой текст, как «Заманачы акындар», акыны заманисты. И тут, как мы уже говорили, вам будет подсказкой типы тестовых заданий. В этом тестовом задании вот 8, 9 и 10 вопрос – это вопросы, посвященные литературе. И там конкретно, вот допустим, если вопрос касается эпосов, там даны конкретно вопросы, касающиеся эпосов. 9, если вопрос касается акынов, так там даны все 10 вариантов. То есть, анализируя, переводя правильно эти вопросы, читая данные тексты, вы для себя можете найти правильный ответ. И уже когда
вы пойдете на тесты, вы увидите несколько вариантов, среди них вы обязательно найдете правильный ответ. Только в том случае, если вы анализировали вот те тексты, которые даны конкретно вот в этом 8, 9 или 10 файле. Далее, последний вопрос. Это 10 задание. 10 вот тип задания, да, который опять подразделяется на 10 вопросов. Все они посвящены кыргызской литературе. И тут, значит, приводится такой тест в качестве образца. Чингиз Айтматовдун алгачкы ангемеси кайсы. Как называется первый рассказ Чингиза Айтматова? И тут приводятся такие примеры, как Газетчи Дзюйдо, Джамиля, Кызылжолук Жалжалын, Киямат. Если вы проанализируете текст Айтматовдун чыгармачылыгы, вы поймете, что в данном первом тесте приводятся и рассказы, и повести, и романы, да? То есть для того, чтобы правильно ответить на первый вопрос, вы должны вот из этого текста выяснить для себя, какие же были рассказы у Чингиза Айтматова. И вот среди этих рассказов вы найдете правильный ответ на первый вопрос вот 10 задания. То есть, уважаемые студенты, значит, весь необходимый дидактический материал, включая грамматический материал, включая тексты, из которых составлены тесты, все это имеется на сайте кафедры кыргызского языка в открытом доступе. Кроме того, вы можете обратиться к преподавателю, который проводил у вас кыргызский язык и литературу во время консультации. График консультации также будет загружен на сайт кафедры, и вы можете обращаться к своим преподавателям, если возникнут какие-то вопросы по тестам, по программе кыргызского языка в целом.